Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Елена Насырова. И вначале коротко о главном. Новые развязки, мосты и дороги. Развитие транспорта в Башкирии, оно достаточно системно идет относительно других регионов. Точно не хуже, а во многих параметрах даже гораздо лучше. О каких проектах Башкортостана говорили на неделе транспорта, которая прошла в Москве? Мы сейчас работаем над теми вещами, теми объектами, которые определят, я считаю, что будущее транспортной отрасли в республике на долгие годы. Реформа медицинского образования. Для студентов это будет очень большой плюс, так как появится протоптанная дорожка. Выпускников-медиков обяжут отрабатывать бюджетные места. Кого коснется поправка и почему это важно? Выпускники после медицинского вуза будут обязаны не менее 3 лет отработать именно с наставником в государственных клиниках. 5 башкирских борцов в составе сборной России стали обладателями Кубка мира. Легко не было, мы знали друг друга. Легкие прогулки здесь не ожидалось. В Уфе прошли масштабные соревнования, где состязались сильнейшие борцы из 20 стран. Потрясающие просто эмоции. Каждая страна показала свою истинную борьбу. Очень красиво было. Не только финансирование строительства южного обхода Уфы с Вантовым мостом, но и проекты реконструкции трассы М5, а также расширение до 4 полос автодорог Уфа-Оренбург и подъезда к М12. Все эти вопросы обсудили на транспортной неделе в Москве. Ради Хабиров провел ряд важных встреч, в том числе с вице-премьером правительства России Маратом Хуснуллиным, где речь шла как раз о возведении крупных инфраструктурных объектов на территории региона. Подробности расскажет наш корреспондент Руслан Батыргариев. Уникальная возможность встретиться с коллегами, обсудить новейшие достижения технологий в области транспорта, инфраструктуры и логистики, обменяться опытом и идеями. Транспортная неделя собрала представителей более 100 компаний и ведомств из разных регионов страны. На одном из самых значимых событий в транспортной отрасли свои достижения представил и Башкортостан. В числе наиболее ярких и глобальных — запуск движения на участке автодороги М12 Дюртюли-Ачит. Честно говоря, вот такого взаимодействия, как было в Башкортостане по строительству дорог, поискать надо, потому что задача очень важная и государева, и для развития регионов. И мы 140 километров построили в кратчайшие сроки, всегда находили взаимопонимание с точки зрения помощи субъектам. Делегацию нашей республики в Москве возглавил Ради Хабиров. В первый же день глава Башкортостана провел встречу с министром транспорта России Андреем Никитиным. Руководитель региона рассказал о вводе участка трассы М12 «Восток» и моста через реку Ик, который соединяет регион с Татарстаном. В ходе разговора стороны обсудили вопросы финансирования строительства южного обхода Уфы с вантовым мостовым переходом через Белую в Кузнецовском затоне. Этот проект является флагманским, там есть и проект, что важно, есть экспертиза, есть поддержка президента, мы обсуждали этот вопрос с президентом, есть поддержка правительства России. Сам по себе проект дорогой, 76 миллиардов, представляете, да? И мы не хотим этот проект запускать ни в концессии никакие, ничего, мы хотим получить прямую субсидию безвозвратную. С руководителем Росавтодора Романом Новиковым глава Башкортостана обсудили проекты реконструкции трассы М5, расширение до 4 полос автодороги Р-240 Уфа-Оренбург и подъезда к М12 «Восток». Руководитель региона отметил, что благодаря взаимодействию с дорожным агентством снижается количество ДТП на дорогах. Ради Хабиров также встретился с главой Ространснадзора Виктором Гулиным. Говорили о борьбе с недобросовестными перевозчиками, а конкретно о тех, кто управляет перегруженными машинами. Республика Башкортостан именно в части контроля в области автомобильного транспорта является передовой. Развивается контроль в рамках автоматического весогабаритного контроля. Переговорили с правительством, что вот сейчас 10 есть, еще будут
развивать и увеличивать количество этого пункта, потому что, конечно, сохранение инфраструктуры транспортной – это очень важно для регионов. Затронули и развитие судоходства в республике. Глава Башкортостана встретился с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко. По реке Белой хотят запустить грузовые и пассажирские перевозки. Мы договорились о том, что сегодня река Белая будет у вас судоходная, нормально, рабочая, и груз пойдет по ней, и пассажир пойдет. Реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионе Ради Хабиров обсудил с Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер правительства России отметил хорошую динамику показателей в строительной и транспортной отраслях Башкортостана. Также на встрече обсудили вопросы строительства южного обхода Уфы и моста через реку Белую в северной части столицы, который предполагается возвести в рамках концессии. Глава республики поблагодарил федеральный центр и отраслевые министерства за оказываемую поддержку. Есть проекты, которые, соответственно, проектируются, в отношении которых там в строке бюджета уже там заложена небольшая сумма с надеждой, что мы потом разрешим дальше. Это то, что называется южный обход. Это очень важная история тоже с мостом, соответственно, с дорогой большой. Есть проекты, которые носят такой пока теоретический характер, но их надо сейчас уже проговаривать, понять необходимость, доказать эффективность. Это очень важно, экономическая эффективность для развития региона. Ну и, соответственно, потом потихонечку приступать к планированию и двигаться. Не только новые проекты, но и поддержание в нормативном состоянии существующих дорог. Этот очень важный вопрос тоже обсудили на полях транспортной недели. Помимо нового строительства нам нужно поддерживать сеть в нормативном состоянии в проезжей части, потому что это, конечно, безопасность дорожного движения для наших жителей. Новые ремонты, ну и, конечно, финансирование этих новых ремонтов, потому что без денег, мы понимаем, ничего не может быть сделано. Поэтому Федерация нас поддерживает. Министр транспорта положительно отнесся к повестке совещания, выслушал главу и принято ряд решений, которые будут реализованы до 30 года. В транспортной неделе республика активно участвует, начиная с 2019 года. Решения, которые принимаются на полях масштабного форума, во многом предопределяют будущее развитие дорожной и транспортной инфраструктуры. При этом очень важно, что республика получает мощную поддержку от федерального центра в вопросе реализации самых амбициозных проектов. Руслан Тригореев, Ильшат Казакулов и Марат Юнусов. Итоги недели. В рамках поездки в Москву Ради Хабиров провел и встречу с министром культуры Ольгой Любимовой. Обсуждали модернизацию целого ряда учреждений. Руководитель федерального ведомства отметила комплексный подход к развитию театров, домов культуры и клубов в регионе. Успешным опытом также стали регулярные башкирские постановки на сценах театров Москвы и Санкт-Петербурга. Детали этой встречи расскажет Артур Шамсуддинов. Какая команда? Здравствуйте. Как мы рады вас видеть в Министерстве культуры. И тоже такой большой достаточно командой, ярко описывающей все направления нашей работы. Нина Ильинична с нами, мы очень тоже рады. Здравствуйте, коллеги. Доверительный характер отношений видно уже с первых секунд встречи. Башкортостан активно взаимодействует с федеральным Минкультом. Глава ведомства Ольга Любимова отметила эффективную работу отрасли, в частности, комплексный подход к развитию сети профильных учреждений, начиная с сельских домов культуры. Хорошее подспорье этому оказывает использование типовых модульных конструкций. И вы, и Тула. У нас уже, Владимир Геннадьевич, вы, наверное, тоже знаете, несколько регионов, которые сами разработали разные типы модулей, где-то побольше, где-то поменьше. И лучшие практики мы можем там делиться с нашими коллегами из новых регионов. Большое внимание в регионе уделяют и поддержке работников. С 2021 года в Башкортостане запустили программу «Земский работник культуры», в рамках которой 60 специалистов уже получили по 1 миллиону рублей. А с 2025 года республика участвует в аналогичной федеральной программе. Спасибо большое с этого года. Теперь 3 получается, да? Да, прекрасно, значит. Федеральный проект подключился, поэтому это тоже такая. Конечно, мы исходим из того, что когда возможности бюджета будут позволять больше, мы его увеличить будем. А так для села мы это учителей, врачей, фельдшеров, работников культуры и тренеров спортивных секций. Но ключевые темы обсуждения – модернизация целого ряда объектов. Уже в следующем году планируют приступить к реконструкции цирка. Как отметил Ради Хабиров, первый федеральный транш на эти цели уже заложен. Займет 3 года. Там сумма большая, почти 3 миллиарда рублей. Вот, поэтому тот первый мы прям, знаете, очень серьезно этим занимаемся. Нехорошо. 10 лет прошло, и цирк до сих пор закрытый стоит. На очереди реконструкция Русского драмтеатра. Он внешне, знаете, вот туда придешь, все аккуратно, чистенько и так далее.
Но есть там большие проблемы. Это система пожарная, прочее, там и прокуратура уже беспокоится об этом. Поэтому вот этот вопрос, наверное, придется мне решать на уровне президента. Там тоже сумма большая, 2,5 миллиарда, чтобы полностью реконструкцию сделать. Русский драматический театр – один из старейших творческих коллективов республики, который размещен в здании 1982 года постройки. Объект представляет историко-культурную ценность как памятник градостроительства и архитектуры. Любые работы по его реконструкции должны проводиться только специалистами, которые смогут сохранить лицо здания. Необходимо не просто капитальный ремонт, а реконструкция для того, чтобы театр соответствовал всем требованиям, ну и в то же время сохранил свою историческую облик и назначение. Ольга Борисовна поддержала инициативу, и поэтому на сегодняшний день мы начинаем двигаться совместно с Министерством культуры Российской Федерации в целях реставрации объекта «Русский драматический театр». Уже в следующем году в Уфе планируют открыть театр юного зрителя на базе кинотеатра «Победа», где завершают капремонт. Говорили и о строительстве депозитария на территории археологического памятника «Городище Уфа-2». На эти цели нужно порядка 3 миллиардов рублей. Проект на долгосрочную перспективу, но закладывать основу нужно уже сейчас, отметил Ради Хабиров. Конечно, просто так не выделяются деньги. Руководство республики, лично глава Ради Фаридович Хабиров, правительство нашей республики, Министерство культуры Республики Башкортостан постоянно ходатайствует и лично ездит к руководителям федеральных центров. По объему господдержки из федерального бюджета, которую выделят в следующем году, Башкортостан на 6-м месте среди регионов страны. Это говорит об эффективной работе руководства, в том числе и регионального Минкульта. Порадовался за республику, потому что когда министр культуры, замечательный, выдающийся музыкант, который так чувствует природу музыкальной жизни, это дает, конечно, открывает огромные возможности в целом для развития культуры. Потому что человек с таким чувством красоты ничего дурного в своей культуре никогда не принесет. В Минкультуры страны отметили и насыщенную событийную повестку, которая проводится в регионе. Ну и еще один показатель эффективности политики властей – почет и признание. Например, многочисленные награды. Успех наших театров на «Золотой маске» в прошлом сезоне не случайен. Кстати, это был абсолютный рекорд. 7 золотых масок еще ни разу ни в один регион не уходило одномоментно. А подтверждение того, что это не случайный успех, является то, что и на предстоящую «Золотую маску» от республики выдвинуто 2 спектакля. Один из них – театр «Кукол», наш прославленный, и второй – Уфимский государственный татарский театр «Нур». Совсем недавно президент на одном из совещаний назвал культуру одним из инструментов единства России. В этом контексте столь пристальное внимание башкирских властей к развитию этой сферы не иначе, как реализация государственной политики. И власти будут продолжать эту работу. Артур Шамсудинов, Ильшат Казакулов и Марат Юнусов. Итоги недели. Москва. Вот уже обязательным элементом московских поездок главы стали встречи со студентами. Сотни молодых людей обучаются в столичных вузах, и руководство региона стремится поддерживать с ними тесную связь. В общении приняли участие порядка 750 ребят. Интересовали самые разные вопросы. В частности, Ради Хабиров ответил, почему Егор Крид получил звание заслуженного артиста Башкортостана. Детали в сюжете Динарты Масхановой. Нечасто в стенах Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России звучат мелодии Курая. В этот раз такое музыкальное сопровождение оправдано. Студенты-выходцы из Башкортостана встретились с Радием Хабировым. Мы не хотели терять в эту связь. Опять же возникает вопрос, зачем? Мы не хотели бы терять эту связь, потому что вы, конечно, для нашей республики представляете огромный интерес, огромное значение. Форум «Якташ» собрал на одной площадке около 750 студентов. Для многих это не первая такая встреча. Диалог с земляками власти республики ведут в рамках специального проекта. Я очень хотела встретиться с земляками, очень хотела окунуться в родную атмосферу. Даже нас встречали с Кураем. Это уже очень приятно и как-то так тепло и по-домашнему стало. Это замечательная идея, то, что он решил так сделать. Это в первую очередь стимулирует студентов учиться на благо республики, помогать республике Башкортостан. Сейчас на данный момент учусь на кафедре геодезистов.
Но я планирую распределиться поближе к республике. Ради Хабиров рассказал студентам об успехах республики Башкортостан. Входит в первую тройку регионов в национальном рейтинге состояния инвестклимата, в десятки лидеров, которые формируют больше половины ВВП страны. Это дает возможность развивать территорию, социальную сферу, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство. Республика развивается не только экономически, она развивается с точки зрения социальной, то, что называется, комфортной среды, спорта, здравоохранения, образования, в целом общей эстетики. Поэтому полагаю, что наша республика, которая является носителем того, что нам дали наши предки, наша прекрасная природа, мы еще свою толику в эту копилку вложим. Поэтому добро пожаловать. Далее встреча продолжилась в формате «Вопрос-ответ». Молодых людей интересовали разные темы, от мер по обеспечению устойчивости региональной экономики и до трудоустройства выпускников вузов в Башкортостане. А еще в числе популярных оказался вопрос про Егора Крида. Почему он стал заслуженным артистом Башкортостана? Молодежь массово просила и обращалась в комиссию по наградам. Представить, наградить. Я покопался. Парень молодой, парень искренний, с хитами. 14 лет уже на сцене. Все показатели по заслуженному есть. Поэтому я пользуюсь тем правом, что я глава республики, такое решение принял и поэтому наградил. Я думаю, что я поступил не зря. Вот такой ответ. Студенты выстроились в две очереди, чтобы задать вопросы, не забыли спросить и про тех, кто освещает жизнь республики. Ради Хабиров рассказал о состоянии башкирских медиа. Не могу сказать, в каком состоянии в других регионах. Значит, БСТ, наш канал БСТ, является лучшим региональным телеканалом Российской Федерации, чтобы понимали. Главная тема разговора – будущее как самих студентов, так и Башкортостана. Ради Хабиров подчеркнул, что республика заинтересована в том, чтобы молодые и талантливые специалисты возвращались домой. Под это и рассчитана была встреча, показать те точки развития, в которых мы можем показать себя как специалисты. И более того, я могу сказать, что лично сам я не против в какой-то момент на какой-либо руководящей или инженерной должности оказаться полезным в собственном регионе. Фраза главы, наверное, что его главная цель, ценность в жизни – это служить. Действительно, наверное, стоит нам тоже, будущим госслужащим, людям, которые стремятся как-то в этой деятельности развиваться, это тоже понять для себя, что нужно служить. К слову, еще одним важным инструментом объединения молодежи стали башкирские клубы при вузах Москвы. Таких 27 и около 11 в Санкт-Петербурге. Они созданы как для коммуникации, так и социальной активности. Объединения всегда напоминают ребятам, откуда они родом. Отрадно то, что ребята задавали действительно вопросы, которые касаются именно малой родины, республики Башкортостан, своих населенных пунктов. Это о многом говорит, о том, что, во-первых, они не забывают, во-вторых, они беспокоятся, волнуются о своей малой родине. Они вдохновляются, получая ответы на все спорные вопросы, которые у них имелись бы, и, соответственно, после этого у них больше желания появляться, вернуться в родную республику и, соответственно, трудиться во благо республики, если даже они остаются в московском регионе. Студенты поблагодарили Радия Хабирова за возобновление акции «Из Башкортостана с любовью». Благодаря ей ребята получили из дома более 100 посылок с гостинцами и теплыми вещами. На расстоянии забота мам и пап особенно ценна, а картошка с башкирских полей имеет особый вкус. Динара Таймасханова, Ильшат Казаколов, Марат Юнусов. Итоги недели. Выпускников-медиков обяжут отрабатывать бюджетные места. Речь об ординатуре, где учиться будут по целевому направлению, а новоиспеченные выпускники должны будут трудиться до 3 лет в государственных медучреждениях под руководством наставника. Новый закон подписал Владимир Путин. Он вступит в силу 1 марта следующего года. Так чем обернется реформа для молодых специалистов и коснется ли она нынешних студентов? В основных вопросах темы разбиралась наш корреспондент Алия Альтубаева. Выберите 3 элемента, которые в периодической системе химических элементов Дмитрия Менделеева находятся в одном периоде.
11-классник Максим Сухарев штудирует тексты по химии не для галочки, а осознанно для поступления в университет и осуществления своей мечты. Учится в профильном классе БГМУ и со школьной скамьи углубленно изучает генетику, микробиологию и медицинскую этику. Хочет стать врачом. Не пугают и поправки в законе, по которым будет обязательно отработка в госучреждениях после окончания обучения. Я слышал об этом законопроекте. Да, мне кажется, я готов, потому что профессия врача – это призвание. Не знаю, как я буду поступать на бюджет или на целевое обучение, но я точно уверен, что хочу стать врачом, а, скажем так, способ уже, наверное, не сильно играет роль. Суть в том, что в России изменится система подготовки врачей, чтобы решить вопрос дефицита кадров. Как отметили в Госдуме, ежегодно больше трети выпускников медуниверситетов и порядка 40% выпускников программ СПО не идут работать в государственную систему здравоохранения. Таким образом, одним из решений проблемы может стать принятие нового законопроекта. Отныне 70% мест в медицинских вузах планируют отдать под целевую квоту, а остальные 30% оставят бюджетникам. Данный федеральный закон отвечает на очень острый вызов. Сегодня у нас в стране большая нехватка именно в сфере медицины. Более 20 тысяч врачей, более 60 тысяч среднего медицинского персонала. Поэтому мы долго смотрели, какую модель выбрать для того, чтобы, с одной стороны, сохранить медицинские кадры в отрасли, с другой стороны, чтобы у выпускников была свобода выбора. Она была и есть. Только теперь предполагает исполнение обязательств. С весны все бюджетные места в ординатуре на следующей ступени образования после института станут целевыми. То есть студент-ординатор должен будет заключить договор с конкретной клиникой, которая работает в системе обязательного медицинского страхования. Войдут ли сюда частные, станет известно после доработки вопроса федеральным Минздравом. Мнения насчет этого пункта в законе среди студентов и выпускников разнятся. Мы этот закон слышали, удивились ему, но, на мой взгляд, я думаю, что я за этот закон, потому что я сам являюсь целевиком из 22-й больницы города Уфа. Мне не нужно искать место работы, да. Я уверен, что я буду трудоустроен именно здесь. Я считаю, что достаточно спорное решение, потому что учеба в медицинском – это в целом такой долгий путь и тяжелый путь. Учеба у нас достаточно сложная. И те, кто учится на бюджетной основе, это хорошо, ладно, если они будут отрабатывать, так как учебу им оплачивает государство. Но те, кто учится на коммерческой основе, потом ехать в район, это, я считаю, не очень. Как староста потока я могу сказать, что у нас и так большая часть студентов идет по целевым направлениям, и для большей части студентов ничего не меняется. Самое главное – найти правильного учителя, который будет вести в своей специальности тебя на протяжении дальнейшего обучения. Как раз об этом еще одно нововведение. Для молодых врачей, впервые получивших диплом, ведут наставничество не больше 3 лет. Это не отработка и не практика, а полноценная работа с зарплатой, но под присмотром и с помощью более опытного коллеги. На какие специальности она распространится, станет известно позже. До 5-го курса я проходил обучение на коммерческой основе. Сейчас уже обучаюсь на бюджетной основе. Меня это никак не напугало. Для студентов это будет очень большой плюс, так как появится протоптанная дорожка. Я не хотел бы работать 3 года педиатром, тем более с наставником. Получается, если ты работаешь с наставником, у тебя и будет зарплата меньше. Как стажер же, получается, 3 года будешь работать. Я хочу другую специальность, уйти в ординатуру. И после ординатуры я был бы уже не против отработать эти 3 года в своем Баймакском районе. Но это также поможет познакомиться с коллективом заранее. То есть мы все живем в обществе, коллектив бывает разный. То есть это поможет мне выбрать дальнейший путь мой. Целевик, который не захочет работать по договору, или организация, нарушившая его, должны будут не только компенсировать полную стоимость обучения, но и выплатить штраф. Ту же стоимость обучения, но уже в двойном размере. А если молодой врач откажется от наставничества в госклинике, ему придется заново каждые 5 лет проходить первичную аккредитацию. Выпускник должен пройти первичную аккредитацию. Первичную аккредитацию, если это специалитет, и первичную специализацию,
резервную аккредитацию, если это ординатура. После этого он может уже работать самостоятельно. То есть аккредитация у нас проводится каждые 5 лет. И если период наставничества у выпускника был, то это будет периодическая аккредитация. Если же периода наставничества не было, это будет первичная аккредитация. По результатам приемной кампании прошлого года БГМУ занял первое место в России по числу заключенных целевых договоров. Это более 1200 человек. А доля выпускников, которые не учатся и не работают по специальности, не превышает 10%. В Башкортостане, по данным Минздрава республики, не хватает почти 1300 врачей. И для регионов эти нововведения – шанс восполнить кадровый голод, отметили в Госдуме. Впрочем, эффективность можно будет оценить, когда сегодняшние школьники выпустятся и станут практикующими врачами. Алия Эльтубаева, Роберт Давлетбердин, Булат Садреев, Ильяс Баталов. Итоги недели. Оставили в силе. Верховный суд республики не стал отменять наказание в виде штрафа для редакции издания «Пруфы». Я напомню, что ранее Фемида постановила выплатить в бюджет 2 миллиона рублей за недостоверную публикацию в собственном телеграм-канале. В статье говорилось о прилете беспилотника на территории одного из заводов Уфы, что в итоге не нашло реального подтверждения в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям. О том, как фейки становятся оружием в информационном поле боя, расскажем далее. На войне все средства хороши. Фейки, чем не оружие на информационном поле боя. В январе этого года в телеграм-канале «Пруфов» было опубликовано сообщение о якобы прилете БПЛА на территорию одного из заводов Уфы. Звуках взрыва и сбоях в работе интернета. Все основываясь на собственных источниках. Вот только Республиканский госкомитет ПЧС эту информацию не подтвердил. Ну а суд, сначала Советский районный, а затем и Верховный, признал публикацию ложной, за что и назначил штраф 2 миллиона рублей. Этот штраф, он накладывался с учетом прежних административных правонарушений, которые были совершены как самим интернет-изданием, так и его сотрудниками. Причем эти правонарушения всегда были связаны с распространением недостоверной информации. Год назад тоже Советский районный суд Уфы оштрафовал некоммерческую организацию «Свободные медиа», куда входят «Пруфы», на 200 тысяч рублей. Повод – фейк о том, что республиканские власти планируют организовать массовые беспорядки. Портал, кстати, широко освещал январские события в Баймаке в 2024 году. Тогда было доказано, что информационные атаки на регион активно проводил иностранный агент Руслан Габасов, который когда-то сотрудничал с изданием. Как говорил наш президент Владимир Владимирович Путин, мы находимся в состоянии гибридной войны. И гибридная война подразумевает собой не только ведение боевых действий, но и не других моментов, не боевых. Соответственно, информационная война – это и есть одна из направляющих гибридной войны. И размещение фейковой информации – это и есть информационная война против нас. Соответственно, те люди, которые размещают фейковую информацию, и должны быть наказаны. Учредитель ОНО «Свободные медиа» Рауфа Рахимова. В октябре 24-го ее оштрафовали за публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил страны. Поводом стали публикации на личной странице ВКонтакте. Издателя «Пруфов» также штрафовали за неуважение к власти и обществу, а в апреле ей назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ по административной статье за побои. «Пруфы», 7 вершин, а за ними стоит Рауфа Рахимова, мы это прекрасно знаем. Это медиапомойка. Медиапомойка, которая... Цель этой медиапомойки – раскачать ситуацию внутри страны. Если мы сейчас все помогаем фронту, а чем они занимаются? Они пытаются вызвать недовольство людей, вызвать страх у людей, панику. Как отмечают эксперты, в нынешних реалиях, когда страна фактически борется за свое будущее в противостоянии с коллективным Западом, распространение фейковых новостей может вызвать панику в обществе, а это врагу только на руку. Наш мониторинг показывает, что со стороны специально созданных зарубежных ресурсов с опорой на покинувших республику предателей подобные информационные атаки проводятся регулярно. При этом зачастую подобного рода деструктивная деятельность опирается и на отдельные средства массовой информации. Возникает логичный вопрос. Либо это связано с банальным отсутствием чувства ответственности за ситуацию в стране и регионе, желанием увеличить количество рекламных просмотров за вбросы на так называемую острую тему, либо речь идет о целенаправленной попытке подыграть внешним силам. В эпоху цифровизации и стремительного распространения непроверенной информации навык критической оценки новостей становится ключевым не только для журналистов и экспертов,
для каждого. К сожалению, можно даже констатировать, что создание фейков – это такая противоправная работа, которая в наше время может уже называться отдельной профессией. Фейки могут иметь серьезные негативные последствия для общества. Они могут привести к общественным беспорядкам, к панике, к недоверию СМИ, к потере сбережений, смене ценностных ориентиров и воззрений. Фейки могут использоваться для разжигания конфликтов, дискредитации политических оппонентов и даже распространения ненависти. По статистике, около 60% россиян хотя бы раз в неделю сталкиваются с фейками. И только 17% способны достоверно распознать, является ли информация ложной. В этой связи ответственность на журналистах особенно высока. И, возможно, после столь крупного штрафа в 2 миллиона рублей руководство издания пересмотрит свою политику, сделав выбор в пользу публикации проверенной информации на своих ресурсах. Первый реальный приговор за незаконную добычу полезных ископаемых. Обвиняемые в экологическом преступлении получили наказание в виде лишения свободы до 9 лет. Такой приговор вынес Кировский районный суд Уфы. Обвиняемые в 2019-2020 годах в Баймакском районе организовали незаконную добычу полезных ископаемых с грубыми нарушениями природоохранного законодательства. Ущерб на 68 миллиардов рублей. По ходу судебного разбирательства гражданин Москвы предложил и передал должностному лицу правоохранительного органа взятку в 200 тысяч рублей за содействие в незаконном прекращении возбужденного уголовного дела. Однако подсудимые признаны виновными. Политологи сходятся во мнении, вынесение приговора – это результат активной деятельности межведомственной комиссии. Напомним, инициатором ее создания выступил глава Башкортостана Ради Хабиров. Далеко не всегда мы наблюдаем, что реализуется такая вот общественная справедливость, некое возмездие, когда незаконная добыча действительным образом пресекается, и те люди, которые вели подобного рода действия и процессы, они получают некую форму наказания. Благодаря и оперативным действиям властей в тот момент, и в эффективным действиям этой межведомственной комиссии удалось переломить те негативные тренды и события, которые складывались за Урале. На сегодняшний день мы видим то, что незаконная добыча идет на спад, и постепенно, в общем-то, удалось выправить, ну или как минимум нейтрализовать тот общественно-политический кризис, который назревал в Заурале. К слову, компания «Графская», как и ряд других недропользователей, владела федеральной лицензией, что значительно ограничивало возможности контроля со стороны региональных властей, а недропользование на протяжении десятилетий превратилось в настоящий бич для экологии республики и ее жителей. Ситуация стала исправляться с приходом Ради Хабирова, который с первых же дней работы в качестве главы Башкортостана взял курс на жесткое противодействие недобросовестным недропользователям и защиту экологии. В республике начала выстраиваться системная борьба с варварской добычей полезных ископаемых. Межведомственная комиссия по вопросам недропользования, объединившая региональные и федеральные структуры, правоохранители и надзорные органы, аннулировала 13 лицензий на добычу золота. Было возбуждено 5 уголовных дел против золотодобывающих компаний. А суды обязали нарушителей выплатить в бюджет около 35 миллиардов рублей в счет возмещения ущерба. По словам экспертов, реальные сроки, многомиллиардные иски и восстановление нарушенных земель теперь закономерный результат последовательного курса главы Башкортостана Ради Хабирова на защиту природы и слаженной работы федеральных и региональных ведомств. И вот мы видим результаты той контрольно-надзорной, межведомственной работы видим. И эта работа продолжается. Это назидание тем, кто недобросовестно относится к нашим недрам, нарушая земельное, экологическое законодательство. Поэтому, я считаю, эту работу надо продолжать. И пусть будет урок тем, кто покушается на целостность наших недр. Но пусть он разрабатывает, но разрабатывает по закону. Тогда будет порядок. «Одна умма – общая судьба». Глава Башкортостана принял участие в пленарном заседании Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама». Мероприятие, прошедшее на неделе в Уфе, приурочили к 45-летию избрания Талгата Таджуддина на пост шейхуль-ислама, верховного муфтия и председателя Центрального духовного управления мусульман России. В форуме приняли участие делегаты из российских регионов и 18 зарубежных стран, в том числе из королевства Бахрейн. Азат Садреев расскажет подробности. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
С искренним мусульманским приветствием обратился глава Башкортостана к участникам конференции «Идеалы и ценности ислама». На груди орден «Вера и честь», который несколькими минутами ранее ему вручил Верховный муфти России Талгат Хазрат Таджудин за укрепление мира и согласия между народами. Ради Хабиров отметил, что главная тема встречи звучит сегодня с особой актуальностью. В Уфе более 2 веков назад был основан официальный исторический центр ислама России, и с тех пор Центральное духовное управление мусульман всегда оставалось незыблемой опорой, свято храня веру, нравственные устои и преданность российскому государству. В этой многовековой преемственности особая роль принадлежит личности, ставшей символом мудрости, стойкости и беззаветного служения, уважаемому верховному муфтию шейхуль-исламу Талгату Хазрату Таджудину. В этом году мы отмечаем 45-летие со дня его избрания председателем ЦДУМ России. Сложно переоценить вклад, который он внес в консолидацию уммы, патриотическое воспитание, укрепление российской государственности и общественного согласия в стране. Сегодня Духовное управление мусульман России – один из крупнейших центров духовного просвещения. По инициативе Талгат Хазрата создана Евразийская ассоциация содействия исламскому образованию, объединившая Духовное управление мусульман братских стран. Мы всецело поддерживаем усилия Верховного муфтия Талгата Таджудина по формированию единого духовного пространства, общей позиции в противостоянии чуждым идеологическим установкам. Именно дружба народов и духовное единение, которые особенно ярко проявляются в трудные времена, дают нам особый запас прочности, позволяющий преодолеть любые испытания. Башкортостан, как Россия в миниатюре. В мире и согласии в республике проживают более 160 национальностей, и представители духовенства вносят в это свой вклад. Все мы едины, и нам нечего делить. Простые слова несут в себе смысл государственной важности. Мы ежегодно проводим международные конференции «Идеалы и ценности ислама». Сейчас она очень важнейшая тема. Не только для верующих, а для всего общества и для государства. Государственная задача – сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей народов нашей страны. И опять же, республика – яркий пример того, как это делать правильно. Дружба, взаимное уважение к языкам, культуре, вере друг друга – главное богатство многонационального Башкортостана. Об этом говорили и делегаты из зарубежных стран. Сегодняшнее мероприятие – это отличная площадка для объединения мусульман со всего мира. Мы знаем, что Башкортостан – многонациональная республика, и все живут тут в мире и согласии. И это правильно. Иранский поэт Саади говорит, что все мы сыновья Адама, мы как одно целое, мы не разделяемся, и мы это видим здесь. Я думаю, что сегодняшний съезд мусульман будет отражаться на нашей дальнейшей жизни в положительном плане. Как утверждает президент России Владимир Путин, основа государства – это единство его народов, всего общества. Это заслуживает большого внимания. Поэтому я жду от съезда положительных откликов. В рамках тематических сессий делегаты обсудили вопросы коммуникации религиозных организаций с современными СМИ. Был подписан договор о сотрудничестве между Российским исламским университетом и Башкирской академией государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан. Отдельный вопрос обсуждения СВО и религия. Представители духовенства всегда находятся там, где в них нуждаются верующие, и специальные военные операции не исключение. Практически с первых дней СВО в зоне боевых действий несут свою службу духовные наставники башкирских батальонов Хамза Хазрат и отец Виктор. Вместе с нашими бойцами они прошли уже 1000 километров фронтовых дорог. За 45 лет своей службы Верховный муфти России Талгат Хазрат Таджудин внес большой вклад в укрепление межнационального согласия в стране. Его проповеди можно назвать учением о том, как правильно жить, любить родных и близких, уважать соседей. Отдельные приветствия и благодарности досточтимому шейхуль-ислам, верховному муфтию Талгату Таджудинову за его вклад в развитие и укрепление взаимопонимания и единства в течение 45 лет служения. И, конечно же, тот вклад, который он внес, неоспоримо, его труды
И, конечно же, мы желаем ему крепкого здоровья, и пусть Всевышний продлит его дни во благе, здравии и служении. Действительно, человек отдал свою жизнь за 45 лет исламу в России, и очень достойно. Я очень много в мировом масштабе конференциях участвовал. В особенности уважением относится президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Действительно, все мусульмане должны друг другу помогать, учиться. И учиться у Талгата Азрата очень многому можно, иншаллах. Как отметил глава республики, сложно переоценить вклад, который Талгат Таджудин внес в консолидацию уммы, патриотическое воспитание, укрепление российской государственности и общественного согласия в стране. Духовную поддержку верховного муфтия ощущают не только единоверцы, но и представители многих других религий. Азат Садреев, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Также на неделе Ради Хабиров встретился с новоназначенным руководителем башкортостанской митрополии Филарета. Руководитель республики поздравил владыку Филарета с назначением. Он отметил, что в регионе в мире и согласии проживают представители разных вероисповеданий. Это в том числе заслуга духовных лидеров. В свою очередь епископ Уфимский и башкортостанский Филарет выразил признательность руководству республики за большое внимание к сохранению межконфессионального мира и поддержку традиционных религий. Мы очень дружно здесь живем. Владыку Никона вы, наверное, познакомились. Ну да, уже знаете. Мы довольно долго с ним и лично знакомы были, и вместе работали, поэтому он достойно отслужил, поэтому принято решение, насколько я знаю, останется здесь. Сборная России стала обладателем Кубка мира по борьбе на поясах. В составе команды победителей были и представители Башкортостана. Уфа приняла масштабные соревнования. В столице республики собрались представители 20 сборных из 3 частей света – Европы, Азии и Африки. Соревнования посвятили памяти Рифа Гайнанова, основателя Всемирной и Всероссийской Федерации этого вида спорта. Поединки проходили во Дворце борьбы 2 дня. Все подробности в следующем сюжете. Первые шаги по татами делают не спортсмены, а флагоносцы. В торжественном параде приняли участие 20 стран. Именно столько сборных собрались в Уфе на Кубке мира по борьбе на поясах. Это не просто турнир, а символ единства народов. Прежде всего, я приехал для того, чтобы поприветствовать местную федерацию и принять участие в соревнованиях. Я аплодирую всем спортсменам и руководителям, присутствующим здесь. Я приехал, несмотря на все политические разногласия, потому что спорт выше этого. Данный турнир проводим вообще 4-й раз. Первый раз проводили в 2011 году в городе Октябрьск. Второй раз провели в 2023 году. Там 4 страны участника было. В том году провели в 3-й раз, было 16 стран, а в этом году уже с участием 20 стран проводим вот на таком высоком уровне. Из года в год Башкортостан принимает международные соревнования по этому виду спорта. И не просто так. Именно уроженец республики Риф Гайнанов основал Всемирную и Всероссийскую Федерацию борьбы на поясах. Сам был успешным спортсменом, а впоследствии тренером. При этом активно делился опытом с коллегами. Я с ним общался, он мне даже помогал восстановить и открыть борьбу вот именно в Саратовской области. У меня есть призеры мира, призеры России, чемпионы мира, 2 заслуженных мастера спорта, дочка вот Анастасия Репина, да, она старший тренер сборной России. То есть у нас все с его легкой руки все пошло. Продолжают дело Рифа Гайнанова и его земляки. На Кубке мира представлена большая сборная Башкортостана в разных весовых категориях. И уже в первый день личных соревнований спортсмены завоевали 3 золотые медали. Самый сложный, наверное, был для меня это полуфинальный поединок с моим, можно так сказать, братом Хайбрахмановым Наилем. Мы раньше боролись за одну сборную, тренировались в разных залах, но и друг к другу ездили тоже. Друг друга хорошо знаем, очень сложно было с ним бороться. В первый день турнира мужчины выступали в вольном стиле, на следующий день они боролись в классическом стиле, а женщины в вольном. Вольный и классика отличаются своими особенностями, правилами. Ну, в общем-то, они борются за захват. Ну, там чуть-чуть правила другие. Командные соревнования прошли в формате стенка на стенку. В этом году за победу боролись сборные Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, команды Азии, Европы, а также по 2 коллектива из России, основной и второй состав сборной. На взрослый состав в основном из 100, можно сказать, 70% являются представителями Башкортостана.
И вот работа Башкортостана – это для многих пример. Понимаете, когда есть возможность у других регионов, где научиться, где спрашивать, как-то советоваться, Башкортостан на сегодняшний день является таким. В составе каждой команды по 8 борцов в разных весовых категориях. Сборная, выигравшая большее количество поединков, проходит в следующую стадию и так до финала. Легко не было. Мы знали друг друга, знаем друг друга, имеется в виду. Легкие прогулки здесь не ожидалось. В итоге команда основного состава национальной сборной заняла первое место, одержав победу со счетом 6-2. Обладателями Кубка мира стали 5 башкирских борцов. Женская сборная России также поднялась на верхнюю ступень пьедестала. В составе коллектива победительниц также были представительницы республики. Сегодня мы работали вместе в команде. Это было очень здорово. Потрясающие просто эмоции. На самом деле, каждая страна показала свою истинную борьбу. Очень красиво было. Призером стал третьим. Сегодня у нас командное было второе место. Уфа крут. Действительно, Уфа крут. Такой спортзал шикарный. Хочу сказать слова благодарности организаторам, президенту Федерации, главе республики. Большое спасибо. Сразу после Кубка мира в Уфе первые номера сборной отправятся в Дубай. Там пройдет чемпионат мира по борьбе на поясах. Юлия Паршина, Полина Затолокина, Ильнур Юмагулов. Итоги недели. На этом выпуск завершен. Всего доброго. До свидания.